Работа ЦИК при подготовке к референдуму регулируется двумя законами – о референдуме и о выборах в парламент Абхазии, уточнил Батал Тапагуа. По его словам, центральные, окружные и участковые комиссии референдума сформированы, но их состав после последних выборов президента немного изменился. В нашей работе на участках в основном работают преподаватели. Как вам известно, сейчас заканчивается учеба в школах, и фактически мы немножко отнимаем у них время для отдыха. Но попросили, и нам пошли навстречу. Центр избирком по просьбе инициативной группы по проведению референдума обратился в парламент с вопросами о деятельности наблюдателей на участках, формате эфирного времени и праве голосования по открепительным талонам. Парламент дал разъяснение. В законе о референдуме нет четкого определения наблюдателей. Поэтому парламент принял, как вы знаете, поправку к закону о референдуме, где определено участие общественных и политических организаций, зарегистрированных ко дню принятия закона не менее 6 месяцев, которые зарегистрированы, и по 3 наблюдателя от каждой общественной политической организации могут выступать наблюдателями. Общественные наблюдатели и вообще наблюдение за выборами, оно всегда дает возможность открытости проведения референдума. Что касается вопроса о том, можно ли голосовать по открепительным удостоверениям, парламент дал ответ, что нельзя. В голосовании принять участие смогут граждане, имеющие постоянное место жительства на территории участка, для которого составляется список. В соответствии с статьей закона о выборах депутатов Народного собрания, там тоже, вы знаете, нету у нас открепительных, так называемых, талонов, открепительных удостоверений, и в связи с тем, что в этом законе нет, нам также был комментарий дан, что мы почему разъясняем, чтобы потом не было много разговоров. Также эта тема снимается. Референдум признается несостоявшимся, если в голосовании приняло участие менее половины граждан Абхазии, имеющих право голоса. В этом случае референдум по тому же вопросу может быть проведен не ранее, чем через 2 года. ЦИК не обладает точной информацией о количестве избирателей. Я не могу апеллировать цифрами 2014 года. У нас много народу после этого получило гражданство, кто-то 18 лет исполнилось. Списки будут вывешены за 10 дней. На участках. Нет, мы не знаем. Вообще общее количество будет известно только в день выборов, в день проведения референдума. ЦИК принял решение о выделении 2 часов в неделю для агитационных выпусков на государственном телеканале. В каком формате будут проходить эти выпуски, пока обсуждается творческой группой АГТРК. Журналисты поинтересовались, как Центральная избирательная комиссия проверяла подлинность подписных листов, представленных в ЦИК инициативной группой. Что же касается, как проверялось, могу вам сказать, так же проверялось, как когда кандидаты в президенты выдвигаются и приносят списки. И проверяли точно те же люди. У нас, извините меня, не лаборатория по проверке подписей. Члены Центральной избирательной комиссии смотрят списки. Дело в том, что некоторые люди очень легко воспринимают понимание подачи документов, которые идут в ЦИК. Там написано, извините меня, паспорта людей, и стоят их подписи. Закон не запрещает работу предвыборных штабов, поэтому их работа допускается, ответил журналистам Батал Тапагуа. Что касается инициативной группы по проведению референдума, то она также может продолжать свою деятельность. Что делать, если будет нарушаться закон о референдуме? Обращаться в прокуратуру и суд, посоветовал председатель ЦИК. В случае, если нарушены чьи-то права, есть суд, есть прокуратура. И чьи права нарушены, они должны туда и обратиться. Мы, как Центральная избирательная комиссия, можем, только если нам пришлют, мы можем переправить в прокуратуру или в суд, соответствующий орган, который это решает. В течение этой недели информационные плакаты для оформления окружных и участковых комиссий будут вывешены. Бюллетени будут напечатаны за 15 дней до дня референдума. В день голосования будет использоваться маркировка пальца специальным химическим составом и ставится штамп в паспорте. 10 июля будут работать 33 округа и 168 участков. Елена Лулуа, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение.